Удзельнікамі пасяджэння выступілі тры бакі – прадстаўнікі Брэсцкага абласнога аб'яднання прафсаюзаў, Брэсцкага аблвыканкама і наймальнікі. Вызначана, што болей за 85% арганізацый ствараюць спрыяльныя ўмовы для харчавання работнікаў. У вобласці функцыянуюць 1073 сталовых і буфетаў, больш за 5500 пакояў прыёму ежы. У 44 арганізацыях наладжана выязное харчаванне работнікаў прадпрыемстваў. В больших серьезных предприятиях, организациях, это, скажем так, если брать по отраслям и здравоохранения, это мы можем говорить и телеком наш областной филиал. Здесь людям и многие другие организации, это и предприятия, производственной сферы, когда людям выдаются, допустим, деньги на удешевление питания. Дискуссия разгорнулась объемная, и, как азначылі удзельнікі пасяджэння, дыялог павінен быць двухбаковым. Па-першае, наколькі арганізацыі гатовы налажваць сістэму харчавання і наколькі самі работнікі зацікаўлены ў гэтым, асабліва калі размова ідзе пра арганізацыю выязнога харчавання. На самом деле мы уже настолько ушли вперед по полуфабрикатам, которые имеют большую степень готовности, что надо ли сегодня создавать, возить, что называется, в тормозках, создавать условия, и как они будут с санитарными нормами, обеспечиваться, если это будет делать организация, не профильная. Здесь, наверное, вопрос ближе уже к тому, о чем говорил Александр Андреевич, это о исполнении организацией своих обязательств и перечисления средств профсоюзам и направления части прибыли для того, чтобы создать нормальные условия для работников. Адным з добрых прыкладаў забеспячэння супрацоўнікаў гарачай ежы выступае прадпрыемства «Брэст-Вадаканал». У мінулым годзе яны сталі пераможцамі абласнога конкурса на лепшую арганізацыю харчавання. Тут ёсць сталовы і буфет, якія ў абедзенныя гадзіны карыстаюцца асаблівай папулярнасцю. Большое количество у нас ходит мужчин, мужского пола, посетителей, поэтому они очень любят, чтобы повседневно у нас была поджарка из свинины, чтобы повседневно было рыбное блюдо какое-то, поэтому, может быть, что-то повторяется, но стараемся, конечно, пополнять разнообразием. Каждый день порядка мы 350-370 кормим людей на кухне, и еще помимо буфет. Посещаемость буфета порядка 200 человек. Ёсць на прадпрыемстве и 18 пакояў для прыёму ежы. Коллективным договором предприятия предусмотрено оказание материальной помощи ежемесячно каждому работнику в размере до 5 базовых величин на удешевление питания. Для работников, привлекаемых к аварийно-восстановительным работам в неурочное время, обеспечиваются горячим питанием за счет средств руководителя. Персонал столовой имеет право один раз в день получать горячее питание по учетным ценам, то есть без торговых надбавок. Пытанне арганізацыі гарачага харчавання так і застанецца ў сферы ўвагі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Евгения Мороз, Юрий Плинда, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».